Друзья, всем добрый вечер. Это очередной стрим Nocto Live. И я, автор и ведущий этого стрима Михаил Серкелей. Сегодня 10 февраля 2023 год, 19:02. Как обычно в это время мы выходим по пятницам в лайв на нашем канале в YouTube и на нашей страничке в Фейсбуке. И предлагаем вам свое видение и свои комментарии по поводу политической ситуации, общественно-политической ситуации в автономии и в стране в целом. Перед тем, как начать и приступить к сегодняшнему стриму, я, как обычно, по традиции призываю вас поставить лайк этой трансляции, но чтобы потом не отвлекаться, отправлять эту трансляцию своим знакомым, близким, чтобы как можно больше людей к нам подключилось и смотрело нас. Комментируйте, отправляйте свои вопросы. В конце этого стрима я, как обычно, отвечу на те вопросы, которые подберет продюсер. Если вы поддерживаете нашу деятельность, вам нравится то, чем мы занимаемся, вы можете нас поддержать финансово. В описании к этому стриму вы найдете ссылки для разового пожертвования или ссылку на наш аккаунт в Patreon. Сказав эту стандартную, но важную фразу, эту важную информацию передав вам, и просьбу, я предлагаю начать сегодняшний стрим. Сегодня у нас 3 темы, которые мы подобрали, которые мы определили с нашей точки зрения наиболее важные и наиболее актуальные к этому часу. Это, безусловно, отставка правительства Натальи Гаврилицы. Тут я хочу представить свое видение и мнение относительно того, с чем это было связано и что ждать дальше от нового правительства, которое сейчас будет формировать Олег Речан. До того, как его президент назначила формировать правительство, он должен еще сформировать его и попросить поддержки у парламента. Он был секретарем Совета Безопасности, до этого был министром внутренних дел. Вот об этом мы скажем, что дам оценку правительству Натальи Гаврилицы и попробую высказать свою оценку относительно того, что можно ожидать от правительства Речана, которое, с моей точки зрения, очевидно, будет сформировано и будет утверждено в парламенте. Вторая тема, которую мы сегодня хотим поднять, это тема местная, гагаузская, это тема явки выборов. Мы так обозначили ее «Влах цепляется за явку». Вы знаете, что мы в своих предыдущих стримах несколько раз поднимали вопрос о том, что предстоящие выборы могут не состояться, которые назначены, предстоящие выборы Башкана, которые назначены на 30 апреля 2023 года. Они могут не состояться из-за высокого требования явки. Как вы знаете, в уложении Гагаузии есть требования по явке, где выборы, чтобы состояться, на выборах должно участвовать не менее половины избирателей, включенных в списки избирателей. Уже на прошлых выборах, как мы уже говорили, это было проблематично. Так вот, Народное собрание попыталось изменить эту статью 61 уложения, которая требует более половины присутствия избирателей на избирательных участках в день выборов. И вот они попытались изменить, но Башкан его не промульгировала. И я попытаюсь сегодня прокомментировать. У нас есть в руках мнение Башкана, ее мотивированный отказ. Я его прочитал, дам оценку этому отказу. И был принят закон о сепаратизме в парламенте, так называемый закон о сепаратизме, который принял парламент. По поводу этого закона очень, как обычно, очень разнополярные мнения, как минимум 2 мнения с полярной противоположностью. Некоторые считают, что этот закон запоздал лет на 30, некоторые считают, что этот закон не нужен Республике Молдова, и он подрывает процесс приднестровского урегулирования. В общем, так это на самом деле или нет, я скажу в третьей части сегодняшнего выпуска. Итак, первая тема – это отставка правительства Гаврилицы. Сегодня Наталья Гаврилица подала в отставку, соответственно, вместе с Натальей Гаврилицей уходит ее правительство целиком. Наталья Гаврилица получила мандат 1,5 года назад, после парламентских выборов 2021 года, и 1,5 года возглавляла правительство Республики Молдова. Сегодня она организовала брифинг, где он продолжался 11 минут, где Наталья Гаврилица заявила о своей отставке. До этого она начала свой брифинг с того, что она вернулась из Брюсселя,
совета, где проходил совет по ассоциации Молдова-Европейский Союз, рассказала о своих достижениях, но не назвала причину отставки. Ну, я думаю, что причина отставки была названа самим господином Ричаном. Как бы он не назвал причину отставки, но он обозначил приоритеты своего правительства. Вот чуть позже я скажу о приоритетах его правительства, да. Но Наталья Гаврилица, не назвав причину своей отставки, подала в отставку, сказала, что для нее это была честь управлять этой страной, и женщина ушла. При этом сказала, что она остается рядом со своей командой и рядом с гражданами Республики Молдова. Многие по-разному оценивают деятельность правительства Натальи Гаврилицы. В целом могу сказать, что это было достойное правление со стороны Натальи Гаврилицы. Это моя оценка, и я объясню почему. Значит, правительство, во-первых, нужно понимать, что правительство, ну, все мы это прекрасно понимаем, кто бы как к этому ни относился, правительство пришло и сразу же столкнулось с беспрецедентным кризисом. Да? Это энергетически, они пришли практически под конец пандемии, страна выходила из этой пандемии, да? Они пришли, и сразу же перед ними встала проблема энергетического кризиса, который продолжается практически до сегодняшнего дня. С энергетическим кризисом более-менее справились, но потом началась война. Война, которая, безусловно, затрагивает нашу страну, и она затронула нас, и она будет влиять на нашу жизнь еще очень-очень долго. Единственное отличие между нами и Украиной в том, что нас, слава богу, не бомбят, да, Украина нас защищает, но мы также цель этой агрессии. И более того, я, например, считаю, что Республике Молдова, и это я обращаюсь к так называемым государственникам Республики Молдова повезло, что выборы президента проиграл Игорь Додон, и выборы в парламент проиграла партия социалистов и партия ШОР. Да, и большинство взяла партия ПАС по одной очень простой причине, потому что Республике Молдова повезло, она смогла сохранить свою государственность, свой суверенитет и вообще остаться на карте как независимая суверенная Республика Молдова. Потому что если бы был у власти Игорь Додон, не дай бог, и если бы была у власти партия социалистов, то, скорее всего, мы бы распрощались со своей независимостью и суверенитетом, и, скорее всего, ключи от независимости Республики Молдова были бы отданы уже Владимиру Путину. Более того, никто бы практически не работал с Игорем Додоном. Мы видели, что международное сообщество практически отказывалось работать с Игорем Додоном, отказывалось работать с правительством ШОРа и правительством социалистов, поэтому мы бы не получили однозначно такую беспрецедентную поддержку, которая позволила нам справиться с энергетическим кризисом. Но самое главное, да, это то, что Игорь Додон, который очень зависим от Кремля, который не может Кремлю никак возразить, просто передал бы ключи от нашей страны в карман Путину, и не дай бог с наших аэропортов взлетали бы там самолеты и бомбили бы там Украину, и Республика Молдова была бы вовлечена в этот конфликт в военном плане, да, примерно так же, как сегодня вовлечена Беларусь. Слава богу, этого не произошло, и то есть, как бы, у нас нет возможности испытать, так это или нет, но риск того, что именно так и произошло, очень велик, потому что как бы тут единственное, кто мог бы остановить, это могло бы остановить молдавское общество, которое, узнав, что делает Игорь Додон и какие шашни он водит с Путиным, да, за спиной Украины, за спиной мирового сообщества, просто вышло бы на улицу и свергло бы это правительство. Да? То есть в этом плане то, что правительство Натальи Гаврилицы было у власти 24 февраля 2022 года, в момент начала войны, как бы Республике Молдова повезло, и повезло ее независимости и суверенитету. Дальше. Наталья Гаврилица, я сказал, очень неплохо справилась с энергетическим кризисом. Республика Молдова получила деньги, получила возможность для того, чтобы компенсировать высокие цены на газ. И опять же, энергетический кризис был спровоцирован не Натальей Гаврилицей, энергетический кризис был спровоцирован поведением Путина и поведением России на международном рынке энергоносителей, прежде всего на международном рынке газа. Мы получили деньги, люди получили свои компенсации, и сегодня, кстати, по опросам, цены на газ волнуют людей гораздо меньше, чем они волновали, допустим, еще осенью, да, когда из каждых утюгов социалисты и пророссийские пропагандисты кричали, что мы будем пользоваться лампадками, мы будем пользоваться там буржуйками, да, это на встрече президента с депутатами Народного собрания 2 сентября, Елена Юрченко, депутат Народного собрания. Я вас прошу, как мать и директор, поезжайте к Путину, у нас будут лампадки и у нас будут буржуйки.
середина отопительного сезона, ни лопаток, ни буржуек, слава богу, все справляются. Да, это тяжело, да, мы платим дороже, чем обычно, допустим, несколько лет назад, но приходится себя ужимать, но все функционирует, школы работают, детские сады работают, социальные учреждения работают, и люди не мерзнут от холода. Следующий момент, который стоит отметить, это, безусловно, перезапуск инфраструктурных проектов, прежде всего дорожной инфраструктуры, которые блокировались предыдущими правительствами, да, то есть тот же Спыну, да, которого критикуют за вопросы, связанные с газом, за то, как он провел переговоры с Российской Федерацией, с Миллером, да, то есть нужно отметить в плане транспортной инфраструктуры здесь как бы дела продвинулись, да, то есть сдаются в эксплуатацию объекта. Еще раз повторюсь, размораживаются проекты, которые были заморожены предыдущими правительствами, проекты, дорожной инфраструктуры, которые финансировал Европейский Союз. Началась реабилитация железнодорожной ветки Бендеры-Джурджу-Леште, да, то есть разблокировалась дорога на государственном предприятии железной дороги Молдовы после назначения Олега Тафилата, да, который, там, помните, да, до этого был скандал, людям не платили зарплаты годами, забастовки, то есть предприятие практически умирало. Да. Олег Тафилат пришел, исправил ситуацию, более того, запустились проекты, которые финансируются Европейским Союзом, да, восстановилось железнодорожное сообщение с Киевом, да, то есть это ветка Бендеры Джурджу-Леште, которая пересекает несколько раз границу с Украиной, совместно с Республикой Молдова и Украиной восстанавливается. В общем, с дорожной инфраструктурой дела обстоят хорошо. Был запущен проект Яс-Кишинеу, да, тоже заслуга правительства Гаврилицы. Тут важная линия, важная артерия для обеспечения альтернативы поставок газа Республики Молдова. Был запущен проект по строительству высоковольтных линий передач Исакче-Вулканеште-Кишинев, который соединяет Европейский Союз, энергетическую систему Республики Молдова с энергетической системой Европейского Союза. То есть очень много положительных моментов. Безусловно, есть и критика. Самая большая критика заключается в том, что буксует реформа юстиции. То есть, опять же, но тут нужно оговориться и сказать, мы ждали от Гаврилицы, от правительства Гаврилицы прогресса в этом направлении. Наталья Гаврилица сегодня сама заявила, что у нее был мандат на борьбу с коррупцией, про дезволтария, по развитию страны и на интеграцию Европейского Союза. Да, и, наверное, самое главное достижение правительства Натальи Гаврилицы заключается в том, что Республика Молдова получила статус кандидата на вступление в Европейский Союз. Да, то есть, как бы это, безусловно, никто не ожидал, что у Натальи Гаврилицы это получится, но так сложилась ситуация, сошлись звезды. Украина и Республика Молдова кандидаты в члены Европейского Союза, и теперь процесс интеграции Республики Молдова в Европейский Союз будет намного быстрее. Но возвращаясь к критике, да, то есть критика не дали результаты в судебной системе. Да, правительство пришло, оно там, сами министры перестали воровать, сами министры перестали участвовать в этих схемах, хотя, как говорят журналисты-расследователи, мы не можем сказать, что они воровали, пока это не доказано, но тем не менее как бы не было скандалов, которые показывали бы, что члены правительства Натальи Гаврилицы участвуют в тех или иных схемах, да, но в Республике Молдова недостаточно, чтобы министры не воровали, да, в Республике Молдова необходимо гораздо более серьезные и проактивные действия по разрушению той олигархической системы. И явно система, которая сформировалась в Республике Молдова за последние 30 лет, система откатов, распилов и дележа молдавского бюджета, и эксплуатирования экономической системы Республики Молдова различными группами интересов, она никуда не делась. И прежде всего она не делась никуда, потому что не реформирована судебная система, не реформирована система прокуратуры. Те же прокуроры, которые были назначены, служили режиму Плохотнюка, они практически все на месте. Судьи, которые служили режиму Плохотнюка, они практически все на месте. Более того, была критика того, что, пытаясь реформировать систему правосудия, правительство Натальи Гаврилицы заигрывает с людьми из системы Плохотнюка, что не очень хорошо, потому что эти ребята ушлые, хитрые, могут обыграть того же Сергея Литвиненко, который отвечает за реформу системы юстиции в Республике Молдова. Но при этом стоит отметить и другое, да, что вот закончилась процедура приветинга, которая проводилась комиссией, которую возглавляет судья из Голландии. Эту
реформу приветинга или процедуру приветинга финансирует правительство Голландии, они поддерживают Республику Молдова в этом направлении. И вот из всех кандидатов, которые подали свою кандидатуру на то, чтобы, скажем, пройти этот приветинг, прошли приветинг всего лишь навсего 5 кандидатов. Да? То есть как бы из огромного количества судей всего лишь навсего 5 судей оказались теми, кто соответствует стандартам приветинга или комиссии приветинга, что показатель не очень хороший, понимаете, говорит о том, что насколько прогнила судебная система Республики Молдова и где брать людей, потому что мы же не привезем людей в судебную систему, из космоса или из Марса, да, нам нужно этих людей откуда-то брать. Если мы начнем брать людей из-за рубежа, все скажут, а где же наш суверенитет? Если мы хотим быть суверенным независимым государством, то мы сами, граждане Республики Молдова, должны участвовать. А где взять этих судей? Если все прогнило, судьи назначались на свои должности за взятки, по принципам куматризма и так далее и тому подобное. И ждать, что они откажутся от этих практик вот так вот просто не стоит, не следует. Да? И тут как бы мы понимаем, что прежде всего этому всему сопротивляется и система правосудия. Прежде всего система правосудия не хочет меняться изнутри. Они хотят пересидеть, переждать, пока эти устанут, пока эти ошибутся, да, 300 раз, и общество разочаруется, и на очередных выборах сметет правительство ПАС, и все останется так, как есть, и обратно вернутся люди, которые их назначали, и которые с ними работали. Вот в этом была критика, с одной стороны, критика, да, то есть, что они расторопные и заигрывают с людьми из системы, и с другой стороны, как бы, а с кем проводить реформу, да, то есть, как бы, куча людей и выбирать особо не из чего, понимаете. И это очень серьезная проблема. Человеческие ресурсы Республики Молдова — это очень серьезная проблема, и с этой проблемой придется сталкиваться и следующему правительству Олега Рычана, да, которого президент назначил формировать следующее правительство. Как господин Рычан справится с этой проблемой, посмотрим, время покажет. Но вот как бы вот это вот одна из основных критик правительства Гаврилицы. Вторая критика — это то, что правительство не было очень прозрачным, да, не коммуницировало достаточно обществу, что оно делает, как оно делает, почему оно делает. И еще одна проблема — это нерешительность. Да, нерешительность брать на себя смелые шаги для того, чтобы не знаю, бороться с той же российской пропагандой, и нерешительные шаги в том, чтобы ломать те схемы, которые существуют. Это вполне возможно отчасти справедливо и отчасти обоснованно, потому что Наталья Гаврилица явно приходила, и когда брала этот мандат, она не ожидала, что начнется война. Тут как бы это было правительство, которое формировалось под мирное время для решения, да, сложных задач, но тем не менее задач, которые решаются в мирное время. Да? Но оно пришло к ситуации, к власти, когда началась, и буквально через полгода началась война. Самая большая война, континентальная война в Европе, да, которая 1000 жертв, и она повлияла на экономическую систему, на экономику практически всей Европы, да, то есть энергетическую систему практически всей Европы. И наша страна, которая и без того была уязвимая, просто без международной помощи была бы просто раздавлена этим экономическим грузом и энергетическим грузом. Да. Теперь немножко пару слов про Рычана. Да. Самые основные приоритеты, которые возглавил господин Рычан, и тут, скорее всего, и есть разгадка причины того, почему ушло в отставку правительства Натальи Гаврилицы. Господин Рычан заявил, что у него 3 приоритета. Приоритет номер 1 — это дисциплина органов власти, институтов власти Республики Молдова, для того, чтобы они служили обществу. Да, и тут, честно сказать, да, дисциплины особенно нет. Как бы все пытаются шатко-валко по-прежнему, да, отсиживаются. В очень многих сферах мы видим саботаж по продвижению тех самых реформ, особенно по реформе борьбы с коррупцией, да, то есть прикрытию схем и так далее. Это действительно есть. Реформа, то есть второй его приоритет — это привлечение новых средств для поддержки экономики, да, то есть для увеличения поддержки сектору экономики. И третий приоритет — это мир и стабильность. Да, и тут он обозначил приоритет в области обеспечения безопасности нашей страны. И вопросы, связанные с безопасностью, стоят очень остро в Республике Молдова. Это безопасность оголила война в Украине. Мы сталкиваемся с
гибридной войной. Да, у нас не идут военные действия, но доктрина того же Герасимова, который является главой Генерального штаба Российской Федерации, который отвечает за войну против Украины. И вот доктрина заключается в гибридной войне, да, потому что с его точки зрения война, вооруженный конфликт должен сопровождаться информационным конфликтом прежде всего. И вот этот информационный конфликт, агрессия Российской Федерации внутри Республики Молдова через своих прокси, через своих агентов влияния, политические партии, чиновники, средства массовой информации, это то, что мы здесь ощущаем. И практически большинство коррупционеров сегодня на стороне России, потому что Россия им обещает сохранить статус-кво, не надо ничего реформировать, ребята, нужно, потому что реформы требует Европейский Союз. Россия от Молдовы реформ никогда не требовала. Для России чем хуже, тем больше коррупции, тем лучше. Да? Поэтому большие коррупционеры сегодня на стороне России, это совершенно очевидно. И это очень серьезная проблема для Республики Молдова. Это ставит очень серьезные вызовы для Республики Молдова. Прежде всего, внутренние проблемы. Звучат голоса, не знаю, там, сепаратизма, к сожалению, здесь из Гагаузии. Самопровозглашенные гагаузские патриоты постоянно там кидают намеки на какое-то там внешнее самоопределение. Просто у меня к ним вопрос, как они представляют, да, самоопределившуюся Гагаузию, очевидно, в случае, если настанет момент, когда Гагаузии придется самоопределиться. Гагаузия, самоопределившаяся в пользу России, как бы понятно, в чью пользу самоопределится Гагаузия, потому что здесь все ждут Путина, да? Как они представляют себе жизнь такого анклава, пророссийского анклава между Украиной и Европой. Украина воюет с Россией, да, а Европейский Союз поддерживает Украину в ее войне против России. Как они себе это представляют, мне не совсем понятно, но мы слышим различные голоса. Вот и председатель Народного собрания Дмитрий Константинов заявил, что если вдруг Республика Молдова нападет Россия нападет на Республику Молдова, то не надо сопротивляться. Да? То есть, и эти голоса звучат от всех пророссийских политиков, которые, к сожалению, так видят нейтралитет. Не нужно сопротивляться, ребята, давайте оставим все как есть. И это мешает стране готовиться к вызовам, которые стоят перед ней, к вызовам безопасности. И это, очевидно, с этой задачей не справлялось правительство Гаврилицы, к сожалению, да? Не справлялось правительство Гаврилицы, и поэтому нужны более жесткие, более решительные действия. И тут нужны немножко другие подходы и другие люди. Вполне возможно, это явилось причиной того, что Гаврилица ушла в отставку, а вместо нее пришел, вместо ее правительство будет возглавлять, следующее правительство будет возглавлять господин Ричан. Да? Теперь, что касается второй темы. Вторая тема — это Башкан Гагаузии, извините, не Олег Ричан, а Дарин Ричан. Да? Я сам себя поймал на мысли, что я неправильно называю имя господина Ричана. Да, Дорин Ричан, прошу прощения. Значит, вторая тема — это Влах и то, как Ирина Влах цепляется за явку. Да? На прошлой неделе мы комментировали, да, то есть Народное собрание приняло изменения в уложение Гагаузии, в 61-ю статью уложения Гагаузии, которая предусматривает понижение явки от половины избирателей до 1/3. Да, то есть Народное собрание решило разблокировать ситуацию с явкой, потому что совершенно обоснованно у депутатов есть опасения, что явка может не быть, явки может не быть. Явка не будет обеспечена в нынешних условиях, потому что уже в 2019 году, как я говорил, были вопросы с явкой, она по факту не была обеспечена. До 9 часов проголосовали по нашим данным 46,6% избирателей. Поэтому Центральная избирательная комиссия, которую возглавлял господин Кумур Иван, да, ну, человек Влах в доску, да, он распорядился или не распорядился, мы не знаем, он сказал, что как бы это решение участковых избирательных бюро, но он ничего не делал для того, чтобы участковые избирательные бюро не шли на этот шаг, который явно противоречил законодательству. Для того, чтобы обеспечить явку в 50,30 с чем-то сотых или 4 сотых, значит, 40% избирательных участков продлили свою работу практически еще на час. Ну, некоторые на 20 минут, некоторые на полчаса, некоторые на целый час. Для того, чтобы обеспечить ту самую явку, для того, чтобы выборы состоялись.
Сейчас, когда выборы, нет ажиотажа вокруг выборов, да, у тех кандидатов, которые потенциально могли бы участвовать или которые уже заявили, у них нету медийного ресурса для того, чтобы создать ажиотаж вокруг выборов, для того, чтобы сделать тему выборов самой главной. Основным медийным ресурсом сегодня управляет Ирина Влах. Ирина Влах контролирует общественную телерадиокомпанию на пару с Константиновым, да, то есть они владеют практически всеми медийными ресурсами, поэтому они могут обеспечить ажиотаж, но если не нужен ажиотаж вокруг выборов и не нужно, чтобы тема выборов была основной и доминирующей в гагаузском обществе, они этого делать и не будут. Поэтому обеспечение явки затруднительно. Депутаты предложили снизить. Слово было за Ириной Влах. То есть, поскольку это уложение, да, там голосуется, изменения в уложении принимаются 2/3, 23 депутата проголосовали и отправили этот проект закона на утверждение или промульгацию Ирины Влах. Ирина Влах ответила депутатам и сказала, что она отказывается промульгировать этот закон, потому что якобы были нарушены процедуры. Давайте посмотрим, на какие процедуры ссылается Ирина Влах. Ирина Влах заявила, что этот закон, тут много чего, но несколько раз в этом мнении повторяется следующее словосочетание, что депутаты не имели права принимать поправки в это уложение по той простой причине, что не было к этому проекту закона, да, не было мнения, эти поправки были приняты без мнения со стороны исполкома, Башкана и управления юстицией. Да? И второй аргумент, была нарушена процедура, потому что эти поправки должны были пройти через референдум. Что очевидная ложь и что очевидный фейк. Да? Ирина Влах, то есть уложение предусматривает проведение референдума только в том случае, если изменения вносятся в первые 2 главы уложения. Если изменения вносятся в другие главы, референдума проводить не надо. Статья 61, которая регулирует явку на выборах Башкана, она входит в те главы, которые не требуют референдума, то есть изменения которых не требуют референдума. И я напомню, да, то есть там была целая процедура. Сначала предлагался объемный законопроект по изменениям уложения Гагаузии, он был предложен Народным собранием. Но тогда они вынесли его на рассмотрение Народного собрания, и председатель Народного собрания заявил, да, господа, наш проект закона предусматривает внесение изменений в первые 2 главы, а изменение этих 2 глав возможно только через референдум. Давайте мы вернем обратно этот проект закона, уберем из него 2 главы и внесем изменения сейчас только в те главы, которые не требуют референдума. Лучше не проводить референдум в этой ситуации, потому что ситуация сложная, давайте без референдума. Поэтому давайте вернем обратно в комиссии уберут изменения в те главы, которые требуют референдума, и мы с вами рассмотрим только те главы, которые не требуют проведения референдума. Что депутаты в принципе и сделали. Но Ирина Влах говорит, что нет, ребята, вы должны были провести референдум. При этом она ссылается, когда она говорит, что они должны были провести референдум, она ссылается не на уложение, она ссылается на избирательный кодекс. Что якобы в избирательном кодексе говорится, что для изменения уложения нужно проводить референдум. Да, но что выше по иерархии? Избирательный кодекс или уложение? Уложение, естественно, выше. Более того, уложение — это основной закон, считается, да, из всех местных законов, он самый закон, который стоит выше всех остальных местных законов по иерархии. Более того, избирательный кодекс принимался гораздо позже, чем принималось уложение. Уложение принималось в 1998 году, избирательный кодекс принимался в 2015 году. И когда принимался избирательный кодекс с такой формулировкой, что изменения в уложении требуют проведения референдума, то фактически этот избирательный кодекс содержал противоречие уложению, соответственно, он не мог быть принят. То есть для того, чтобы депутаты тогда, в 2015 году, приняли избирательный кодекс, где говорится, что для изменения уложения нужно проводить референдум, они должны были сначала изменить уложение, да, и прописать это в уложение, и только после этого принимать избирательный кодекс такой формулировки. Но если они этого не сделали, соответственно, это норма избирательного кодекса, которая требует проведения референдума в случае, если изменяется там любая статья уложения, эти нормы, они недействительны. Поэтому есть уложение, оно превыше избирательного кодекса, и оно не требует проведения референдума при изменении статьи 61, которая регулирует явку. Второй момент, который меня, честно говоря, немножко поразил, да, и тут явно мания величия у Ирины Влах,
Ирина Влах сказала, да, то есть вы, господа, приняли эти поправки в 61-ю статью без моего мнения, да, то есть у вас не было моего мнения, вы не могли принять эти поправки. То есть по процедуре как бы Народное собрание, когда оно принимает тот или иной закон или вносит на рассмотрение тот или иной законопроект, оно должно запросить мнение у всех профильных комиссий, всех профильных органов власти, среди которых и у Башкан, у Управления юстиции и исполнительный комитет. Но, говорит, но я его не предоставила, говорит Ирина Влах, потому что вы не провели референдум. То есть вы сначала должны были провести референдум, и потом я должна была, и потом отправить мне на этот проект закона на то, чтобы я дала свое заключение. Ну, Ирина Федоровна, в Гагаузии и вообще в Республике Молдова народ источник власти, и если народ высказался на референдуме, то тогда тут нечего комментировать. Вы должны предоставить свое мнение на законопроект до того, как он выносится на референдум. На референдум нужно выносить уже готовый текст того или иного законопроекта, если его принятие требует проведения референдума. На референдум выносится готовый текст для того, чтобы люди знали и понимали, за что они голосуют. И если люди на референдуме проголосовали, все, там ваше мнение уже не нужно. И мнение исполнительного комитета уже тоже не нужно. Народ высказался, дал свое одобрение, вперед, вы должны просто принять этот факт как данность и внедрить это решение народа. Тут Ирина Влах ставит себя превыше народа фактически получается. Да? То есть вы должны провести сначала референдум, потом отправить мне, и я бы после этого высказал свое мнение. Ну тут явно Наполеонов комплекс, и тут как бы я даже не знаю, как на это реагировать. Теперь, почему молчит Народное собрание? Народное собрание, с моей точки зрения, получив такое заключение, оно должно было сразу же созвать внеочередную сессию, экстренную сессию и высказаться по этому поводу. Да? Но Народное собрание почему-то не собирается, потому что, ребят, у нас кризис очень серьезный, и выборы, скорее всего, не состоятся. То есть, как я не пророк, но, опять же, учитывая общественно-политические настроения в Гагаузии, то маловероятно, что эти выборы состоятся. И выступает председатель Народного собрания, который говорит, как бы депутаты нарушили процедуру, и я не знаю, почему Башкан не поддержала этот закон. Так депутаты нарушили процедуру или Башкан не права? Депутаты ошиблись или, да, вот меня подсказывают, да. Депутаты ошиблись, он говорит, да, и он не знает, почему Башкан не промульгировала этот закон. Ну так депутаты ошиблись или ошиблась Башкан? Как бы вы тут определитесь, кто ошибся. Да, ну, у председателя, видите, вот такая вот двоякая позиция. И я считаю, да, что депутаты должны были в экстренном порядке собраться еще раз. И еще раз подтвердить свое голосование 2/3 по внесению, потому что чтобы у Башкана не было возможности преодолеть это вето. То есть они изначально принимали 2/3, 23 депутата, да, но для того, чтобы подтвердить это, они должны собраться и еще раз проголосовать и продемонстрировать серьезность своих намерений, да, чтобы у Башкана не было возможности отвертеться, и тогда уже как бы этот проект закона вступает в силу. Но председатель сказал, что он был в отпуске, и я так понимаю, что если бы его не было в отпуске, то, скорее всего, 23 человек для того, чтобы внести изменения в кодекс, не было бы. Да, вот он сейчас приехал, и, скорее всего, 23 человек для того, чтобы внести изменения в этот кодекс, не будет, поэтому депутаты как бы и не собираются, и он и не созывает экстренное заседание, поэтому, как бы, скорее всего, это все спустится на тормоза, и Башкан не промульгирует, депутаты не преодолеют еще раз вето, и я подозреваю, что, скорее всего, выборы не состоятся. Но, опять же, поживем увидим. Я не вангую, я просто высказываю свое мнение, исходя из того, что мы видели на предыдущих выборах и исходя из того, что мы видим с общественно-политическими настроениями. Да? То есть я сказал, да, выборы могут состояться, если 50%, а 50% это очень большое количество избирателей, больше 50 тысяч, да, должны выйти на избирательные участки. Для того, чтобы эти люди вышли, такое большое количество, они должны быть заинтересованы в этих выборах, они должны слышать, что идут выборы, да, должны быть вовлечены в этот процесс. А если СМИ об этом не говорят, то кто будет вовлечен, как они будут вовлечены в этот процесс, если они, вполне возможно, многие даже не будут знать, что проходят выборы, да, потому что СМИ об этих выборах не говорят, а у нас большинство СМИ контролирует Ирина Влах в Гагаузии, да, ну, кроме Нокта, да, можно сказать, со всеми остальными СМИ она либо сотрудничает, либо ими владеет. Вот
либо управляет как ГРТ на пару с Константином. Вот примерно так. Теперь еще один момент — это закон о сепаратизме. Парламент принял закон о сепаратизме. У нас в эфире программы «Цены свободы» была Олеся Стамати, председатель юридической комиссии парламента, да, и мы ее спросили вообще по поводу этого закона, что это за закон, и зачем он был принят, да. Госпожа Стамати сказала, что этот закон запоздал. Я и очень многие эксперты с этим согласны, и я, в принципе, тоже согласен с тем, что этот закон, по большому счету, запоздал, потому что проблемы сепаратизма в Республике Молдова, существуют, и как бы если государство хочет себя обезопасить и хочет себя защитить от такого явления, то необходимо предпринимать какие-то действия, как минимум криминализировать эту деятельность, да, политическую деятельность, которая направлена на, не знаю, там, отделение одной части Республики Молдова от Республики Молдова. И также криминализировался заговор против Республики Молдова. И заговор, естественно, в пользу России, да, потому что мы видели, и это на самом деле очень серьезная проблема, да, против России. Почему заговор? Потому что, понимаете, и тут некоторые сравнивают, а вот что насчет Европейского Союза? Да, Европейский Союз не пытается нас оккупировать. Европейский Союз есть четкие понятные процедуры, по которым мы все сюда вступаем. И Европейский Союз — это государственный союз, союз большого количества государств, как минимум 27, да, куда стремятся практически все европейские страны. Но никто не стремится быть частью России, потому что стать частью России — это потерять суверенитет и независимость. Да? И Россия как бы и не пытается уговаривать своих соседей вступить, она просто отправляет туда армию, как она это делает с Украины, да, и пытается оккупировать эту страну. И вот в это время, в условиях, когда идет война, а мы живем в военное время, да, и когда российское руководство не скрывает того, что она хочет поглотить и лишить Республику Молдова ее независимости и суверенитета, вот в этой ситуации, если мы хотим сохранить независимость нашей страны, то нужно криминализировать в том числе и заговор против Республики Молдова, который направлен на то, чтобы помочь России поглотить Республику Молдова. И тут по поводу этого закона очень разные мнения, как минимум противоположные, кардинальные, да. Люди, как эксперты, как Анатол Царану, да, и, скажем, та же партия власти, да, говорят, что в принципе этот закон давно запоздал, и мнение таких людей, как Марк Ткачук, который считает, что как бы под ударом оказались все, да. И как бы, наверное, да, этот закон обречен на то, чтобы применяться избирательно, да, потому что как бы тут за 30 лет с этим Приднестровьем все вот так вот срослось, да, потому что как бы главным регионом, который сегодня, где находится сепаратистское правительство, это является Приднестровье. И как бы все считают, что этот закон направлен против Приднестровья, да, но кроме Приднестровья есть как бы и на правом берегу сепаратистские тенденции, а с ними что делать, да, то есть как бы, как воспринимать заявления самопровозглашенных гагаузских патриотов, которые и по поводу и без повода намекают и угрожают Республике Молдова своим самоопределением, да, как бы вот это самоопределение я уже сказал. Как они это видят, мне, допустим, очень сложно сказать, да, и я абсолютно уверен в том, что как минимум 70% жителей Гагаузии не видят, не представляют и не желают независимой Гагаузии, да, и считают, что Гагаузия возможна и может существовать только в рамках Республики Молдова. Поэтому к чему вот эти вот все заигрывания и намеки с внешним самоопределением, мне как бы не совсем понятно. И вот с такими проявлениями нужно бороться в нашей стране. Еще один момент, на который хотелось бы обратить внимание, очень пророссийские политики стали сравнивать это с унионизмом. Да, вот якобы вот есть унионизм, давайте криминализируем и унионизм. Да, господа, знаете, есть статья 142 Конституции Республики Молдова, которая предусматривает, что изменение статуса нейтралитета, независимости, суверенитета и унитарного статуса Республики Молдова можно провести через референдум. Там не говорится, что может измениться через референдум и статус целостности Республики Молдова. Да? То есть Республика Молдова однозначно целостное государство, и это признано Конституцией.
И Конституция не предусматривает возможность там, отделения одной части от другой. Это однозначно, это однозначно недопустимо, и Конституция этого не приветствует. Но Конституция предусматривает, что можно проводить референдумы по вопросам, не знаю, там, объединения нашей страны с какой-то другой страной. Это пишется в статье 142. И поэтому нельзя сравнивать унионистов, да, приравнивать унионистов к сепаратистам, да, потому что как бы сепаратизм явно однозначно запрещен в этой стране, да, а унионисты призывают, есть те, которые существуют, романтики типа Шалару, они призывают объединить Республику Молдова с Румынией, и они действуют в рамках Конституции, потому что Конституция предусматривает, что может возникнуть такая ситуация, когда Молдова может потерять независимость и суверенитет, но только через референдум. И опять же, что вы запугиваете всех этим унионизмом? Да, я 300 раз повторял, и это совершенно очевидно, что объединение Молдовы с Республики Молдова с Румынией ну, просто невозможно, потому что для этого объединения должны высказаться народы двух стран, Румынии и Республики Молдова. И народы обеих стран должны, большинство людей на этих странах должны высказаться за объединение нашей страны. И не простое большинство, которое вышло на референдум, да, а половина людей, внесенных в избирательные списки, если там не больше. Потому что это очень серьезный вопрос. Потому что, насколько это возможно? Ну, это невозможно на сегодняшний день. Насколько возможно, что Европейский Союз признает это, да, то есть и позволит этому состояться, но это практически невозможно, потому что это изменение границ в Европе, да, и это повод и камень в огород не то чтобы России, это очередной повод России, козырь в кармане России, которая обладает этими экспансионистскими настроениями. Она сейчас начнет проводить референдум и заставлять страны, которые она хочет поглотить, она начнет там проводить референдум, и там все начнут высказываться за объединение с Россией, да, то есть в той же Армении, да, которую контролирует, в той же Беларуси, которую контролирует. Поэтому я не думаю, что Европейский Союз позволит вообще проведение такого рода мероприятий, как объединение Республики Молдова и Румынии через референдум. То есть это уже пройденный этап, да и он, в принципе, объединение не было возможно еще и в начале 90-х, потому что Румынии в 90-м году было не до объединения, у Румынии были свои проблемы, они выходили из той рецессии, в которую их загнал тот самый Чаушеску, из нищеты, в которую их загнал Чаушеску, и страна только-только начала оправляться, ей как бы еще и Молдова не нужна была, да, они бы со своими проблемами справиться. И это невозможно и сегодня, да, то есть как бы идея, как она звучит, красивая, романтичная, да, но когда начинаешь вдаваться в подробности, то никому это не нужно. Это не нужно ни элитам в Румынии, это не нужно ни элитам в Республике Молдова. Это, по большому счету, не нужно и молдавскому, и румынскому обществу. И это не нужно Европейскому Союзу, потому что это создает дополнительные проблемы и, как я сказал, дает дополнительный козырь России, которая уверенно начнет проводить подобного рода референдумы на всем постсоветском пространстве. Теперь, поэтому сравнивать унионизм и сепаратизм, с моей точки зрения, ну просто бессмысленно, это совершенно две разные категории, совершенно две разные вещи. Проблема унионизма, я в прошлый раз это говорил, еще раз повторюсь, решается другим способом. Да? То есть этот вопрос снимается сам по себе в рамках интеграции Республики Молдова в Европейский Союз. Да? То есть решается проблема унионизма, два народа объединяются в рамках Европейского Союза, им не нужно больше, там, не знаю, призывать объединиться двум странам, потому что они могут друг к другу ездить. Да и он, в принципе, давным-давно снят, потому что, извините, но там, полстраны имеет румынское гражданство, да, и даже в Гагаузии очень много людей имеет румынское гражданство. Поэтому как бы зачем еще объединяться? Ну да, там ради пенсии и высоких заработных плат. Но если Республика Молдова станет частью Европейского Союза, то стандарты и уровень жизни автоматически повысятся и в самой Республике Молдова. Поэтому как бы зачем объединяться с Румынией, если этого уже можно достичь в рамках Европейского Союза. Поэтому тут нагнетание вот этого унионизма постоянное, особенно которое происходит в Гагаузии, с моей точки зрения, это бессмысленно, это очередная тема по раскачиванию лодки, и мы наблюдаем это в последнее время все чаще и чаще, к сожалению, да. И это, в принципе, как бы, да, и поскольку и тот факт, что был принят этот закон о сепаратизме, как бы говорит о том, что, или противодействию с сепаратизмом, то криминализации сепаратизма и криминализации заговора против Республики Молдова, с моей точки зрения, является подготовкой к приходу
правительства Дарина Аричана, который объявил своим приоритетом, прежде всего, дисциплинирование институтов власти. И третий приоритет у него — мир и стабильность, то есть обеспечение безопасности. Скорее всего, Аричан готов к таким непопулярным, достаточно жестким по молдавским мерам действиям для того, чтобы обеспечить стабильность и безопасность страны и бороться с теми вызовами, которые есть в Республике Молдова. Это дезинформация, агрессивная российская пропаганда и проявление сепаратизма в пользу России. Да? Вот, друзья, коротко, что мы хотели прокомментировать. Мы уже почти 50 минут в эфире, 45 минут в эфире. И я, наверное, перейду к ответам на ваши вопросы. У нас, да, тут есть уже вопросы. Мои коллеги сюда скинули. Ну, давайте, вот Фулгуца, наш постоянный зритель. Спасибо, Фулгуца, приветствую вас. Фулгуца спрашивает. Добрый вечер, Нокта. Ирина Влах и исполком организовали сбор помощи для Турции, пострадавшей от стихии, или же они привыкли только осваивать турецкие донаты? Спасибо за ответ. Да, Фулгуца, спасибо большое. Я должен был начать, безусловно, этот стрим с сообщения о том, что, вы сами это видели, да. Спасибо, да, что задали этот вопрос, напомнили. Не то чтобы я забыл, да, я практически каждый вечер говорю со своей сестрой, которая живет в Турции. Это действительно, это большая трагедия, да, это большая трагедия. Я пережил землетрясение в Турции в 1999 году, в Стамбуле, практически в том районе Авджилар, который пострадал больше всего от землетрясения. Но тогда было всего там 1000 погибших, да, тоже большая трагедия была тогда, но сейчас, я не знаю, сегодня не успел смотреть, следить за цифрами, да, но вчера к вечеру уже было больше 20 тысяч. Я так понимаю, что сегодня эта отметка приблизилась к 30 тысячам погибших. Это огромная трагедия. 10 областей Турции охвачены этим землетрясением. Эти дома падали как карточные домики, несмотря на то, что сила землетрясения была небольшой, но разница, не 8, да, потому что у нас здесь были 8 баллов, мне подсказывает большой. Да, она была большой, да, но у нас были землетрясения и побольше в Республике Молдова. Но тут еще ситуация в том, что там были продолжительные толчки, и это было 2 толчка, один утром, другой вечером, и там пострадало огромное количество домов, огромное количество людей по-прежнему находятся под завалами. Люди, которые живут в Турции, мои знакомые, родственники, говорят, что ситуация осложняется еще холодом, ситуация осложняется тем, что завалены дороги были снегом, да, и пока только могут добраться до областных центров, да, а там еще огромное количество городов помельче и сел помельче, да, то есть как бы там, это огромная трагедия, да, поэтому наши мысли и молитвы с турецким народом, с турецкими братьями, которые сегодня переживают этот день. Да? И мы наблюдаем вот эту неимоверную сплоченность и солидарность турецкого народа, которая там вся страна фактически пытается помочь пострадавшим от землетрясения, собирают пожертвования, вещи, деньги, да, для того, чтобы помочь. Вот Германия объявила, что в Германии большая турецкая диаспора, по-моему, одна из самых больших, или самая, если не самая большая турецкая диаспора за пределами Турции, да, там 3 миллиона граждан Турции проживают, да, и людей, выходцев из Турции. И вот Deutsche Telekom объявил, что всю неделю звонки из Германии в Турцию будут бесплатными, да, для того, чтобы люди могли связываться и держать связь со своими родственниками. Уверен, что турецкая диаспора в Германии делает все необходимое для того, чтобы помочь. Весь мир помогает Турции сегодня. А вот что Гагаузия? Я не видел сбора пожертвований, честно говоря, я не видел попыток. И но Влах объявила о том, что однодневная зарплата исполнительного комитета уходит, и Народного собрания уйдет в помощь пострадавшим в Турции. Открыли спецсчет, куда призвали всех перечислять пожертвования. Я не знаю, насколько это будет эффективно, посмотрим. Вот такой момент есть. Влах была у консула Турции, да, там принесла свои соболезнования. Я, например, ожидал бы куда более
активных действий, да, проактивных действий со стороны исполнительного комитета, сбор пожертвований, сбор вещей для того, чтобы отправить, то, что очень много людей, да, вы сами видите, вы видите эти кадры в Твиттере, в Фейсбуке, там, я, например, слежу за тем, что происходит в Турции, в основном в Твиттере, гагаузские политики и общественные деятели очень активны в Твиттере, да, есть, турецкие, да, извините, да, турецкие политики, и там людям не хватает воды, людям не хватает еды, людям не хватает одежды, поэтому все чаты и инициативы, за которыми я слежу, они призывают собирать все необходимое, да, как минимум средства личной гигиены, одежду, да, людям, которым желательно новая одежда, да. Я, например, ожидал бы, чтобы такая же инициатива была и в Гагаузе, потому что турецкий народ, извините, уже 30 лет рядом с гагаузским народом, куча инфраструктурных, важных инфраструктурных проектов здесь, и как бы я думаю, что здесь власти Гагаузии, у которых явно есть административные ресурсы, могли бы делать больше, чем просто открытие спецсчета и перечисление однодневной заработной платы Народного собрания исполнительного комитета. Ну, имеем, что имеем. Бобровед ТГ Channel спрашивает, да, Михаил, может при тотальной коррупции в Молдове, в Гагаузии особо стоит провести сбор подписей для наложения международных санкций на Влах, Бузову и остальных гагарузских воров-фашистов? Ну, я не знаю, для начала нужно провести расследование. То есть мы предполагаем, да, что гагаузские политики обогатились за счет того, что находились у власти, и есть такая штука в Гагаузе, как извлечение выгоды из влияния, и в случае с действующим Башканом, опять же, да, то есть как бы мы предполагаем, но это еще нужно доказать. И здесь нужно проводить серьезное расследование, как бы журналистские расследования. К сожалению, у нас пока мы не набрались опыта, но рано или поздно нам придется проводить эти расследования, и мы, наверное, будем рано или поздно проводить эти расследования для того, чтобы расследовать гагаузских политиков и чиновников, для того, чтобы сопоставлять их доходы, образ жизни, имущество, которое есть. Уверен, что у многих есть имущество за рубежом, да, и вряд ли они смогут обосновать, как они вообще заработали деньги на покупку этого имущества. Ну, вполне возможно, да, было бы неплохо организовать этот санкционный список, и не за коррупцию, да, а за поддержку российской агрессии против Украины, да, за поддержку российской агрессии против Украины. Потому что вот это вот желание объединиться гагаузских политиков и гагаузских самоназванных патриотов с таможенным союзом предусматривает уничтожение независимости и суверенитета Украины, потому что без Украины в таможенном союзе невозможен таможенный союз для Республики Молдова. И без поглощенной Украины Российской Федерации невозможен таможенный союз и невозможно объединение, как одна женщина в одном из выпусков сказала, гагаузского народа с русским народом. Поэтому часть гагаузского народа или большая часть гагаузского народа и гагаузские политики, которые хотят объединения гагаузского народа с русским народом, они по сути желают уничтожения украинского государства, украинской нации и хотят продолжения тех самых преступлений, которые приведут к уничтожению украинской нации. Ну, как такое можно терпеть? Я думаю, что за такое должны быть санкции. Если молдавское правительство не справляется с этим, а вот Дарин Ричан объявил, что как бы это будет приоритетом, надеюсь, что будут предприняты какие-то более действенные шаги, и эти ребята здесь остепенятся, да, и как бы, ну, начнут хотя бы, что называется, фильтровать базар, да, то если это не поможет, то, наверное, нужно задуматься и о санкционном списке. То есть я не исключаю why not, что называется, да, и не только по отношению к гагаузским политикам, и молдавским политикам тоже, да, которые, ну, хотя в отношении молдавских политиков некоторых уже введены санкции, тот же Шор, тот же Плохотнюк, но есть куча других пророссийских политиков. Я, например, считаю, что после войны, после начала большой агрессии, большой войны против Украины, в Молдове вообще не должны были остаться пророссийские политики, да, которые утверждают, что Россия это стратегический партнер. Ну, как бы я смотрю, люди то ли не вдупляют, то ли не понимают, что происходит, они продолжают гнуть эту линию. Я не понимаю, зачем они это делают. Совершенно же очевидно, что нам с Россией не по пути. Зачем вы, ребята? И если они сами не могут остепениться, им просто должны объяснить, что, как бы, ребят, ну так мы с вами далеко не пойдем и далеко не уедем, и ничего хорошего для этого государства быть не может. Следующий вопрос. Очень много вопросов сейчас. У нас Надежда Р. спрашивает. Михаил, как думаете, если
у Додона и Ко возможность повлиять как-то на назначение членов правительства и его состав. Ну, они же отказались прийти на консультации президента. Да? То есть президент, прежде чем как назначить кандидатуру человека, который будет формировать правительство, проводит консультации с парламентскими фракциями. Эти не пришли, эти пошли там, не знаю, где-то собрались, да, и они же заявляют, да, что нас спасет нейтралитет, да, то есть, как бы, ну, они же явно саботируют все инициативы, которые направлены на укрепление независимости, суверенитета и продвижение европейского пути Республики Молдова. Да? То есть, как бы, как они могут повлиять? Они могут повлиять только негативно. Как положительно они могут повлиять на это повлиять, я не знаю. Ну, у ПАС большинство, если вы с точки зрения могут ли повлиять негативно, то ну нет, я думаю, что они не смогут препятствовать этому процессу. У ПАСа большинство, у ПАСа достаточно голосов. У партии ПАС, партии Действия и Солидарность, достаточно голосов, чтобы проголосовать за правительство Дарина Ричана. И председатель парламента Игорь Гросу сегодня заявил, что есть полная поддержка партии ПАС кандидатуре, назначенной премьером страны. Следующий вопрос. Амбалашем cum credeți Recean va face față cu nou ministru, ca nou ministru, adică prim-ministru, da? Слушайте, deci prioritățile anunțate de domnul Dorin Recean, din punctul meu de vedere, sunt stabilite foarte corect. Acum, nu doar trebuie să confruntăm cu criza energetică sau criza economică, dar sunt provocările legate de securitatea țării și stabilitatea și pacea. Da? Și această pace este în pericol, din păcate, da? Și sub pericol o pun, adică unii actori în Republica Moldova. Nu doar cei din străinătate, am în vedere cei din Federația Rusă, dar reprezentanții lor, proxii lor din Republica Moldova și le avem foarte mult. Și aici e problema din punctul meu de vedere și eu sper că prim-ministrul domnul Recean va face fața acestor provocări și va lua decizii necesare pentru a rezolva această problemă. Mavi Ai, да? Голубой месяц, да? Михаил, по вашему мнению, кто подойдет на пост премьера? Ну, по мнению президента страны, на этот пост премьера подходит Дарин Речан. Посмотрим, да? То есть я вот в предыдущем ответе, который дал на румынском языке, я надеюсь, что господин Речан справится. Приоритеты обозначены правильно, с моей точки зрения, господином Речаном. Да, это именно те проблемы, с которыми нужно сегодня, скажем так, которые решать нужно в Республике Молдова. Это не столько энергетический кризис, потому что тут более-менее все, ну, как бы ровно налажено, да. Это не только экономический кризис, да, при поддержке международных партнеров мы справимся с этим экономическим кризисом. Проблема в другом, да, проблема это, прежде всего, коррупция, но коррупция не продвигается, потому что есть саботаж изнутри, да, и институты власти не делают свою работу, поэтому правильно определен приоритет дисциплинировать органы власти и институты власти для того, чтобы они выполняли те задачи, которые соответствуют интересам общества. И третий приоритет, который, с моей точки зрения, очень важен, это, который обозначил господин Речан, это обеспечение мира и стабильности, да, что означает обеспечение безопасности этой страны и борьба с теми вызовами в области безопасности, которые есть в нашей стране. А вызовы очень серьезные, да, то есть огромное количество российских прокси, которые занимаются подрывом и заговором против Республики Молдова в пользу России, поэтому с этим нужно как-то бороться. Огромная проблема информационное пространство, которое не может быть решена в рамках тех механизмов и инструментов, которые существуют. Ну, допустим, сейчас, ладно, правительство ввело режим ЧП. Режим ЧП позволил приостановить лицензию 6 российских каналов. Они уже нашли лазейки в законодательстве и начали искать другие каналы, как оболочки, где они могут транслировать. И ушли в другие каналы и продолжают ретранслировать. Количество пропаганды после этого увеличилось вдвое, да, в сети, в Фейсбуке, в социальных сетях. Гагаузское телевидение, извините, которое содержится за наши с вами деньги, используется как, не знаю, как плацдарм для пророссийской, агрессивной российской пропаганды и уже фактически превратился в инструмент по
продвижению и разжиганию межнациональной розни. Там посмотрите, что творится на этих ток-шоу вечерних, да, кто там вообще сидите, что они заявляют, и посмотрите на этих ведущих, которые для того, чтобы модерировать дискуссии в рамках деонтологических норм, они подливают масло в огонь, понимаете, ну что это такое, с этим надо что-то... И разгоняют фейки, откровенные фейки, понимаете, там, извините, набрасывают дерьмо на вентилятор, ну как так вообще можно, за наши с вами деньги, ну такое же... Вообще нереально, с этим надо что-то делать однозначно. И в рамках тех инструментов, которые существуют, Координационный совет не может с этим справиться, поэтому нужны достаточно более жесткие меры для того, чтобы, что-то... Потому что от этого это влияет не просто там на избрание на следующих выборах Майи Санду или кого-то еще, это влияет на мир, благополучие и стабильность в нашей стране, которым, я уверен, дорожат абсолютно все. И те, кто хочет быть с Россией, и те, кто не хочет быть с Россией. Я не думаю, что здесь кому-то нужен бардак, кому-то нужен экономический кризис, и кому-то нужна нефункциональное государство. Государство, слава богу, функционирует, пенсии выплачиваются, более того, еще и индексируются. Заработная плата выплачивается, более того, индексируется. Да? Система функционирует, а приход России здесь никому не нужен. И то, что делает ГРТ, это разжигание той самой межнациональной розни. Кому это нужно? Это никому не нужно, поэтому я думаю, что приоритет обозначен господином Рычаном правильно, посмотрим, справится ли он с этим приоритетом. Дальше. УГР. Михаил, как долго Молдова собирается играть в нейтралитет под летающими ракетами с Российской Федерацией, да, и с армией на земле Молдовы? Ну, я не знаю, этот вопрос очень хороший. Я, например, считаю, что нейтральный статус Республики Молдова должен быть пересмотрен. Нейтральный статус нас не спасает, он не гарантирует нам безопасность, он делает нас уязвимыми, более того, он не соблюдается. Прежде всего Российской Федерацией. И следующий момент, я уже об этом говорил, если Республика Молдова хочет быть нейтральным, а этот пункт о нейтралитете существует в Конституции с 1994 года, тогда, когда она была принята в июне, по-моему, летом 1994 года, вот он с тех пор и находится, этот пункт о нейтралитете находится в Конституции Республики Молдова. И ни одно правительство, я в данном случае имею правительство, которое так называемых государственников, да, которые держатся за этот нейтралитет и носятся с ним как с писаной торбой, да, ни одно из этих правительств, ни правительство этого самого Гречаны, да, или президент Воронин, ни Дадон, да, самые ярые пророссийские президенты здесь, они ничего не, и государственники, да, в кавычках, да, для которых нейтралитет это, знаете, понимаете, это их все, это их основная мантра. Они не сделали ничего для того, чтобы Республика Молдова была признана нейтральным государством на международном уровне, потому что нейтралитет, не признанный на международном уровне, ничего из себя не представляет. Это все равно, что независимость Приднестровья. Заявили, но никто не признает. Это то же самое с молдавским нейтралитетом. Более того, это показало, что это путь в никуда, а он не соблюдается Российской Федерацией. Российская Федерация держит свои войска на территории Республики Молдова. Поэтому зачем нам этот нейтралитет? Что он нам дает? Он усыпил нашу бдительность нашего государства. Мы думали, что нас нейтралитет спасает, оказывается, ничего не спасает. И мы не вкладывали в свое вооружение. А если мы хотим быть нейтральными, то мы должны ускоренными темпами наращивать свою боеспособность своей армии. А это очень дорого. А если мы не хотим дорого за это платить, а хотим платить чуть меньше, это не говорит о том, что нам не нужно будет тратить на вооружение и содержание армии. Нам нужно будет тратить, то в случае, если мы станем частью какого-то альянса, НАТО самый очевидный альянс, то это дешевле, да, то есть быть частью альянса это дешевле. А если мы не хотим, мы хотим быть нейтральными, да, то мы должны ускоренными темпами, как Швейцария, вооружаться и усиливать возможности армии. Только в этом случае мы можем быть защищены, в обратном случае я не вижу как. Поэтому да, согласен, нейтралитет нас не спасает, и нейтралитет, с моей точки зрения, необходимо уже каким-то образом пересматривать и как минимум запускать дискуссии по этому поводу. Дальше. Никита Иванов. Михаил, если депутаты правы, почему не обращаются в суд? Наверное, потому что они не правы. Я не знаю, почему депутаты не обращаются в суд. Я не депутат. Единственное, еще раз повторюсь, что могут сделать депутаты, это еще раз собраться, еще раз проголосовать за поправку в 61-ю статью, которая предусматривает снижение порога явки от 50% от половины избирателей до 1/3 избирателей. Но депутаты почему-то этого не делают. Либо Народное собрание вообще давно перестало выполнять ту функцию, давно перестало быть тем политическим игроком и институтом власти, который
должен обеспечивать систему сдержек и противовесов, да, и контролировать деятельность исполнительного комитета и Башкана Гагаузии. Они давно этого не делают, и сейчас тем более. Поэтому тут, очевидно, Народное собрание нефункциональное, недееспособное, оно не может обеспечивать интересы жителей Гагаузии, поэтому и не может обеспечивать свои функциональные обязанности. Поэтому я не знаю, что вам сказать по этому поводу. Не хотят, не могут. Мы видим заявление председателя Народного собрания, который говорит, что это была ошибка депутатов, но при этом он не понимает, почему Башкан. Так мне бы хотелось услышать позицию господина Константинова. Он за то, чтобы снизить явку, или не он против этого? Он говорит, я был, говорит, в отпуске был. Ну, мало ли где ты был. Тут спрашивают твое мнение, ты за или против, как бы. На отдыхе многие были, как бы, да, не один такой красивый. Но видите, как человек, прикинулся там, Мортим Попшой, знаете, как есть в гагаузском выражении. Ну, что делать? Такова гагаузская политика. Следующий вопрос. Надежда Р. К чему в итоге приведет, если выборы Башкана не состоятся? Никак не могу понять выгоду влах. Смотрите, все очень просто. Выборы не состоятся в апреле. Значит, влах исполняет обязанности до... Вернее, так, статья 65 уложения Гагаузии предусматривает, что Башкан Гагаузии выполняет свои функции до принесения присяги новоизбранным Башканом. До тех пор, пока не будет избран новый Башкан, Ирина Влах остается Башканом Гагаузии. Даже после истечения срока ее полномочий или мандата. Ее мандат истекает в середине лета этого года. То есть, но она продолжает оставаться Башканом до тех пор, пока не принесет присягу новоизбранный Башкан. А новоизбранный Башкан, при условиях, если существуют требования по явке более половины избирателей, внесенных в избирательные списки, избрание нового Башкана, с моей точки зрения, превращается практически, очень маловероятно. Да? Я объяснил причины, да, до этого, да, какие причины. Вот если до тех пор, пока не будет избран новый Башкан, Ирина Влах выполняет свои функции. А если останется эта явка более 50%, то, скорее всего, выборы не состоятся 30 апреля. А если они состоятся, Центральная избирательная комиссия должна будет в течение 3 месяцев провести новые выборы. И если останется явка 50%, скорее всего, они могут опять не состояться. Да? То есть это может продолжаться бесконечно. То есть сегодня ключ и инструмент для разблокировки этой ситуации находится в руках Ирины Влах. И только Ирина Влах может разблокировать эту ситуацию. Развивая тему, почему ей это выгодно? Кроме того, чтобы оставаться, зачем ей нужно оставаться как можно дольше в кресле Башкана? Для того, чтобы пользоваться бюджетом Гагаузии в целях своей избирательной кампании, которую она, очевидно, уже ведет и проводит на национальном уровне. То есть, очевидно, Ирина Влах хочет баллотироваться и хочет продвинуть себя в национальной политике. Она только этим занимается последний год, если не 2. Гагаузии практически не занимается, только занимается своей избирательной кампанией. Эти концерты по районам Республики Молдова, в Унгенах были, в Единцах были, там где-то еще были. Это же все за бюджетные средства. Она что, гагаузскую культуру продвигает? Да не продвигает она гагаузскую культуру, она себя продвигает. И продвигать гагаузскую культуру должны работники культуры. Она что, работник культуры? Она же не работник культуры. Понимаете, она что, тамада? Она же не тамада, она Башкан. Может быть и тамада, я не знаю, Понимаете, тут вопрос уже к Ирине Влах. Кем она себя больше ощущает, тамадой или Башканом? Может, женщина ищет себя, я не знаю, да, но совершенно очевидно, да, если убрать в сторону вот этот каламбур, да, который я только что произнес, извините, но это же совершенно очевидно, это избирательная кампания. И зачем ей новоизбранный Башкан, когда она сама может этим бюджетом распоряжаться, она заложила этот бюджет, ей этот бюджет осваивать. Ей нужно как можно дольше удержаться в кресле Башкана для того, чтобы проехаться как можно больше раз по Республике Молдова, провести как можно больше концертов и как можно чаще выйти на сцену и выступить перед аудиторией. На каждом концерте собирается по 500, по 300-400 человек. Достаточно такой хороший предвыборный митинг, я вам хочу сказать. Да? То есть, где человек приходит, да, и рассказывает, какая она хорошая, какая она вся такая, знаете, справедливая, мудрая и так далее. Хотя Гагаузии практически не занимается. Вот для чего нужно как можно дольше
сохранять кресло Башкана. И Ирина Влах, кстати, не отрицает этого, да, то есть вот вышло интервью с Кисеевым, да, Дмитрием, да, новое лицо канала ГРТ, ее адвокат, да, который защищал ее в деле, представлял ее интересы в суде по делу, по-моему, Ирины Влах против Игоря Гросу, если я не ошибаюсь. О защите чести и достоинства Ирина Влах подала иск против Игоря Гросу, там фигурировал такой адвокат, как Дмитрий Кисеев. Ирина Влах просит у Игоря Гросу 200 тысяч. Вот этот адвокат сегодня брал у нее интервью, понимаете, у нее в кабинете для канала ГРТ. И получил как бы эфирное время на ГРТ. И вот в интервью этому адвокату ведущему, да, она как бы, она не отрицает, что она хочет сидеть столько, сколько ей нужно. Она же не сказала, как бы, я ни в коем случае. Она сказала, как бы, да, это зависит от депутатов. И она, кстати, подтвердила мой тезис о том, что как бы, если не будет информационной кампании в рамках выборов, то явки, скорее всего, не будет. Она эту ответственность переложила на кандидатов, типа кандидаты должны быть активными, да. Хотя, ну, она при этом забыла уточнить, что основной медийный ресурс Гагаузии контролирует она вместе с Константиновым, да, и из тех кандидатов, которые сегодня там, ну, заявили о своем намерении баллотироваться или могут быть потенциальными кандидатами, у них там даже элементарных некоторых даже сайта нету, даже страничку нормальную не ведут в Фейсбуке, да, то есть как бы кто будет создавать ажиотаж вокруг выборов, кто будет информировать избирателей. Если ее холдинг этого не будет делать, медийный, и не будет этого делать ГРТ, а ГРТ и ее холдинг этого не будут делать, если это не выгодно ей и ее партнеру по танцам Дмитрию Константинову, да. Дальше. Софья Акбаш спрашивает. Слышала, как В. Петров возмущался, что в Гагаузии учат историю Румынии, а учат ли дети историю Гагаузии? В частности, документальные материалы о репрессии и депортации гагаузов. Угу. Ну, я не слышал это заявление, но вот мне коллеги подсказывают, что да, было такое заявление. Господин Петров возмущался по этому поводу, и его цитируют российские СМИ по этому поводу очень активно. Ну, как бы, ну, тут неудивительно, да, Витя Петров и российские СМИ. То есть, как бы, российские СМИ говорят заявления Витя Петрова раньше, чем он их произносит, понимаете, как бы тут такая ситуация. Но что я могу сказать? Вот, кстати, очень хороший вопрос. Да? Вот недавно коллеги, если найдут картинку, да, нам высылали картинку, в Гагаузии вышла книга, учебник истории гагаузов. Я же даже вам сейчас скажу, как он называется. Да? Коллеги, если вам не сложно, найдите, пожалуйста. Вот. Да, буквально минуту, и коллеги найдут. Гагаузия, халкын, историясы, культурасы, хемадетлеры для 5 класса. Да? Ну, там история гагаузского народа, история, культура и традиции гагаузского народа. Вот, как бы есть такой предмет в школах. Для 5 классов тут нам выслали учебник, и на первой странице фотография Ирины Влах. Ну, какое отношение Ирина Влах имеет к истории, да, вот сейчас коллеги найдут и покажут, да. И, ну, вот, пожалуйста, да, вот для 9-6 класс, там практически для всех классов, да, то есть, то, что этот предмет преподается во всех этих самых, да, вот она есть, да, я вижу, что она есть. Зачем, к чему вот это вот обращение Ирины Влах с учебника истории? Она что, культ личности? Она что, Сталин? Она что, Ким Чен Ир и так далее? Она простой башкан, сегодня есть, завтра ее нету, понимаете? А история, культура и обычаи гагаузского народа как были, так и будут. До Ирины Влах и после Ирины Влах будут еще очень долго. Зачем ставить эту свою, чем это не культ личности, понимаете? Ну это же вообще, это очевидно, понимаете, пиар-ход для того, чтобы, то же самое она делала с дневниками несколько лет назад, да, то есть раздавала дневники налево и направо, и на первой странице ее фотография, понимаете, ну как бы. Тогда все шутили. Но это же как бы был продуманный пиар-ход, да, за государственные деньги себя пиарить. Развесила свои фотографии каждой при Марии в кабинете у Путин, понимаете, Путин у себя человек возомнил. Ну, поэтому она как бы и дает такое заключение Народному собранию, типа, ребята, вы сначала должны были проводить референдум, да, и только после этого спросить мое мнение. А без референдума, что вы там, как бы, пойду я вам сейчас высказывать свое мнение вам, да? Сначала проведите референдум, как бы, а потом. Вот это все из той же категории, да. Немножко отвлекся, но да,
Если вот о репрессиях ничего не говорится, понимаете? О репрессиях, депортациях, что в эта тема табу? Это же вообще как бы в широком смысле не преподается. Да, там есть какие-то предметы, но это не является популярной темой, да, то есть как бы я не к тому, что вообще не говорится. Безусловно, это говорится об этом, да, как часть нашей истории, но нет, понимаете, истории, которая заставила бы людей проникнуться этой трагедией. Трагедией депортации, трагедией голода. Я же помню, как утверждали в Народном собрании День памяти жертв голода 46-47 года. Да? Когда устроили эти слушания по инициативе двух депутатов Екатерины Жековой и Елены Карамид, я это говорил, повторю еще раз, да? Где представитель научного центра Маруневич пришел и продвинул откровенный фейк, понимаете, сказав, что как бы голод-то был не только в 46-47 году, вот в румынское время тоже был голод. Его спросили, у вас есть научные факты, доказательства? Он сказал, были публикации в прессе. Просто он забыл уточнить, что это были публикации в большевистской прессе, которую финансировал и контролировал Сталин. Да, опять же, для того, чтобы разжечь здесь ситуацию. Да, были сложные годы в румынское время, там 23 или 21 год, я точно сейчас не знаю, да, но была и помощь со стороны румынского государства, был засушливый год, но у людей не отбирали последние. Наоборот, сюда приехал Красный Крест, и людям помогли, да, для того, чтобы не допустить массового голода. А в советском 46 году что было? Это же не потому, что была засуха, да, был засушливый год, но потому, что у людей забрали все, у людей забрали их пшеницу из-за системы продразверстки сталинской, понимаете? И поэтому в 46 году, в 47 году гагаузы и болгары пострадали больше всего. В гагаузских и болгарских селах погибло от 30 до 60% населения. Бишалмат до сих пор не может восстановить свое население, численность своего населения, которое у него было до голода 46-47 года. И Бишалма не единственное село. Поэтому и власти игнорируют, да, тему. Вот недавно, 19 октября, было значит, День памяти. Все-таки эту дату тогда утвердили по инициативе Екатерины Жековой и Елены Карамид, да. Утвердили эту дату, но власти не организуют шествий и памятных мероприятий, посвященных этой трагедии. Это не является частью политической риторики, да, то есть ничего такого не происходит. Поэтому да, как бы где-то говорится в школах, как бы, да, то есть на каких-то уроках, но это не является частью политического и общественного дискурса, к сожалению. И Витя Петров, вместо того, чтобы беспокоиться о части истории румын, как бы, да, беспокоился вот об этой истории, о депортациях, о голоде, о репрессиях. Это же величайшая трагедия гагаузского народа. Самая большая трагедия в истории бессарабских гагаузов — этот голод 46-47 года, и туда же те самые депортации, да, от которых пострадали в том числе и гагаузы, и болгары. Радкив Набрав, под таким ником, человек спрашивает, где общественные деятели, почему не проводят митинги по поводу неподписания закона о пороге явки? Где Михаил Влах, или это ему не интересно? Ну, это Михаил Влах обсуждает мой пост на ГРТ, понимаете, вот недавно сделали передачу, я на прошлой неделе сделал пост по поводу дня, так называемого Дня народного единства, который был учрежден Народным собранием в честь 2 февраля, в честь так называемых гагаузских референдумов. И я сказал, что как бы эти гагаузские референдумы — это самый большой обман. Да? Ну, помните, кто смотрел этот стрим, самый большой обман, потому что обещали, призывали людей голосовать за таможенный союз, таможенного союза нет, и призывали людей голосовать за внешнее самоопределение Гагаузии, закон, там, реализующий механизм внешнего самоопределения, но при этом не сказали, как они видят это внешнее самоопределение. И в нынешних условиях это внешнее самоопределение Гагаузии в пользу России, оно уже невозможно. Да? Как бы, это нужно же людям сказать. Поэтому как бы полномасштабная российская агрессия доказала, что это были фейковые референдумы, и их задачи и цели просто недостижимы. И вот Михаил Влах обиделся и организовал на целую передачу на канале, которому он возглавляет, он уже является председателем наблюдательного совета, и там целый час, 57 минут, знаете, сношали меня как могли, понимаете, кем-то, как только меня не обзывали, да. И меня, кстати, она ведущая пригласила, Ирина Караман, то есть и Ирина Караман вместе с ними в унисон, понимаете, меня пригласили на эту передачу, я сказал, извините, я участвовать не буду. Потому что, понимаете, я, конечно, парень доверчивый, да, простой, но я не идиот. Идти на передачу, быть мальчиком для битья, где собрались трое
и плюс журналистка, которая даже не претендует быть нейтральной и равноудаленной, понимаете, и вместе с ними такой идеологический заряд в этом вступлении, да, и в вопросах и так далее и тому подобное. То есть, господа, хотите, чтобы к вам на ГРТ приходили люди и были нормальные дискуссии, но как минимум уберите таких ведущих, понимаете, идеологически заряженных ведущих, которые не понимают ни что такое деонтология, ни что такое равноудаленность, да, а прут как будто как танки, понимаете, такое ощущение, что если раньше ГРТ, там, понимаете, эти журналисты просто, понимаете, просто зачитывали вопросы, написанные ими, и они там шлифовали эти вопросы, чтобы убрать остроту и все остальное, и фактически с этой точки зрения ГРТ было бесполезным, да, но там хоть было какое-то там понимание деонтологии, то здесь, понимаете, пустили эту молодую гагаузскую Скобееву, понимаете, она прет как танк, понимаете, никаких, без границ, без тормозов, понимаете, как бы прет и идеологически заряженная, задает вопросы, да и не только она, да, то есть там и взрослая это Валентина Корляк, мать Суходольского депутата парламента от партии социалистов, тоже там пригласила Нантоя и задает, а почему вы ненавидите молдавский народ? А что ты взяла, что он ненавидит молдавский народ? То же самое было и с Даном Перчуном, пригласили там задают вопрос, у вас есть румынская гражданство, чуть не отрицают, что у него спрашивают, а что вы ненавидите Молдову? Ну, вы понимаете, вот такие идеологически заряженные вопросы, они там звучат на телевидении постоянно. И ГРТ, еще раз повторюсь, к сожалению, превращается в очень серьезный инструмент по разжиганию межнациональной розни Республики Молдова и по продвижению агрессивной российской пропаганды. И это происходит за счет наших с вами средств, за счет средств, которые за это самое. И вопрос, конечно, хороший, почему Михаил Влах не проводит? Значит, нет приоритета, нет задачи проводить эти митинги. Да? То есть, как бы, митинги против... Или, может, не заплатили Михаилу Влах, как бы, я не знаю, за этот митинг, да, когда он проводил в августе, может, заплатили тогда, да, и был интерес, а сейчас, как бы, не заплатили, и, как бы, такие тоже слухи ходят, да, то есть, как бы, откуда мы знаем, да, то есть, и сам факт того, что председатель общественной телерадиокомпании проводит политические антиправительственные митинги, да, и делает в основном политические, его Facebook заполнен какими хотите заявлениями, только не заявлениями, связанными там по вопросам свободы прессы. И если председатель этой компании позволяет себе, ведет политическую деятельность, ну где такое видно? Во-первых, это общественное телевидение, за наши налоги, и он позволяет себе такую вещь. Ну, с моей точки зрения, такое вообще не должно быть. Такое недопустимо на общественном телевидении. На общественном телевидении директор должен быть тише воды, ниже травы, заниматься менеджментом и председатель, понимаете, а не хотите использовать ГРТ, который мы с вами финансируем, как рупор, да, и при этом поднимает только те вопросы, которые ему выгодны, да, а вот вопрос, который действительно волнует Гагаузию, да, на ГРТ почему-то обсуждают не очень, да, нашли 57 минут там поносит Михаила Серкеля. А вот поднять вопрос, как-то важный для Гагаузии вопрос, почему Башкан не подписывает закон, не нашли. Уарикари спрашивают, кум кредит с Гагаузия патявя Башкан про-европеан. Вы знаете, сейчас, к сожалению, мне кажется, это невозможно. Мисипарик акума nu sunt condiții pentru asta, pentru că propaganda rusească s-a intensificat și ține oamenii în Găgăuzia în anumită direcție pro-rusă și susținerea Rusiei după război, după începerea acelui război mare care acum noi observăm în Ucraina, războiul Rusiei împotriva Ucrainei, da? Deci logica ar fi că susținerea ar trebui să scadă, dar noi vedem că susținerea s-a majorat, mai multă susținere din partea populației din Găgăuzie față de regimul lui Putin din Rusia, necătând la faptul că Rusia acum comite un act criminal, deci ucide oamenii, da, și eu aștept că susținerea trebuie să scadă, dar din păcate din contră, ea este mult mai mare decât înaintea războiului. Da? Și în acele condiții eu nu cred că este posibil alegerea în Găgăuzia unui Bașcan pro-european, din păcate. Dar și de aceea eu cred că trebuie să fie luate decizii mai dure,
față de contragararea propagandei și combaterea accesului propagandei rusești în spațiul informațional al Republicii Moldova. Deci crime militare, sorry, da, am uitat cuvântul, да. В общем, он оарекаре спрашивает, да, то есть может ли в Гагаузии быть избран проевропейский башка? Ну, в условиях, которые мы имеем сейчас, когда российская пропаганда интенсифицировалась, да, как бы и поддержка путинского режима, преступного режима в Гагаузии, к сожалению, выросла, даже несмотря на то, что после 24 февраля, да, то есть началась эта позорная война, где Россия совершает огромное количество военных преступлений против украинского народа. Да, вот сегодня опять бомбили Украину, опять ракетный удар был по Украине, да, и ракета российская, пущенная ракетой по Украине, пересекла, опять нарушила воздушное пространство Республики Молдова. Вот, несмотря на все это, поддержка России растет, понимаете, растет. И путинского режима растет, и как бы этому есть объяснение, понимаете, потому что те, кто хотят воссоединиться с Россией, как бы Гагауза, да, они же злятся на Украину еще потому, что Украина сопротивляется и не дает этой вековой мечте гагаузов, как выразилась одна женщина в нашем стриме, выполниться, да, потому что Украина-то не сдается, да, а если Украина не сдалась, то какое воссоединение гагаузов, мечтающих воссоединиться с Россией? Оно невозможно практически, да, и вот в этом тоже есть причина злости. И поэтому с этой пропагандой нужно бороться. И поэтому приоритет, озаглавленный господином Ричаном, он очень правильный приоритет, да, то есть это пачеш и стабилитати, да, обеспечение безопасности. Вот посмотрим, сможет ли он его реализовать и его правительство. Время покажет. Надеюсь, что сможет. Ну, опять же, время покажет. Посмотрим, что будет дальше. Друзья, мы час 28, да, полтора часа мы в эфире. Сейчас 20:28. Вот тут говорят, что есть последний вопрос. Это был последний вопрос, больше вопросов нет. Я благодарю всех, кто был с нами в этом эфире сегодня вечером, кто смотрел этот эфир. Еще раз повторюсь, не забывайте, еще раз прошу вас, не забывайте делиться этим видео, ставить лайки, отправлять его своим знакомым, близким. И подписываться на нас в Фейсбуке и в Ютубе, чтобы у нас становилось все больше. И еще раз благодарю, что были с нами сегодня вечером. Увидимся на следующей неделе, в пятницу, в это же время.